Грубые нарушения водоохранной зоны, бытовой мусор и строительство в неположенном месте. Вблизи реки Назранка это далеко не все нарушения, выявляемые в ходе рейда. Экологи совместно с Росприроднадзором и местной администрацией проверяют очистные сооружения Вальтиева. Нарушения видны невооруженным взглядом. Экологи забили тревогу после проведения акции «Сад памяти». Картина, которая предстала перед экспертами, вызвала бурную реакцию. Вопрос вынесли на региональный уровень. Жители также рассказали о том, что имеют место навалы, имеет место перекрытие грунтов, увеличение так называемых приусадебных участков. В этой связи данная информация мною была сегодня на утренней планерке доложена председателю правительства, который дал указание незамедлительно выехать. И мы сегодня здесь на данном мероприятии выехали, с нами непосредственно принимают участие руководитель Росприроднадзора, руководитель администрации. Вместе мы предпринимаем меры, и в ближайшее время будет совещание выездное совместно с надзорными органами, в том числе прокуратуры республики. И будем принимать соответствующие меры административного реагирования в отношении виновных лиц, допустивших данные нарушения. Помимо всего, вблизи водного объекта строят бетонное ограждение, что нарушает статью 213 о загрязнении водоохранной зоны. По этому вопросу уже составлены протоколы. Комиссия более детально изучит ситуацию. Загрязнение водоохранной зоны, это статья 813 КоАП, это навалы, это отходы, строительные отходы в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе реки Назранка. По водоканалу вот эти нарушения, но это комиссия уже более детально будет с привлечением лаборатории, мы будем отбирать пробы. Мусор здесь оставляют местные жители, которые просто выбрасывают пакеты с холма прямо в реку. Но нашлись и те, кто душой болеет за родную землю. Сулумбек Гандаров, один из местных жителей на правах старшего, собрал соседей и организовал субботник. 11 мешков бытового мусора – итог неполного дня. Мы вышли первый день, вот после зимы. Прочистили всю эту территорию, прочистили, еще придется чистить. Собрали где-то 11 мешков мусора, там наверх подняли его, там стоит сейчас, привезти, должны увезти. Ну, решили как-то порядок навести. Посадили деревья, нам помогли, вот Министерство по экологии, министр по экологии здесь был, значит, и пресс-секретарь, по-моему, этого Калиматова, да, нашего, здесь были, вот помогли, деревья нам привезли, вот посадили ему деревья. И на этой стороне, и на той стороне, вот рядом деревья посадили, как-то облагораживаем этот район. Еще более удручающая картина в селении Икажево. Здесь отходы буквально заполонили оба берега реки. В прошлом году специалисты совместно с местной администрацией и участковыми выезжали на это место, зафиксировали 7 нарушений. А ущерб, нанесенный экологии, оценили в 733 миллионов рублей. Ущерб находится на согласовании Центрального аппарата Росприроднадзора. Помимо этого мы выдали предписание администрации Икажева по демонтажу 2 автозаправочных станций. И это прокуратура тоже материал направила МВД. По 2 автозаправочным станциям на сегодняшний день колонки демонтированы, осталось сейчас демонтировать резервуары. По информации администрации Назранского района, как они сообщили, что в ближайшее время резервуары тоже будут демонтированы. По итогу рейда все нарушения зафиксированы, и в ближайшее время дело передадут компетентным органам. Идрис Ижиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.